Ведется работа по разработке законопроектов в свете инвентаризации. И ведется дополнительная инвентаризация подзаконных актов. В нашем случае это постановление правительства и в том числе даже указы президента. Данная методология анализа законов показала в определенной степени свою эффективность, и Министерство планирует в дальнейшем ее использование в своей деятельности по экспертизе проектов нормативных правовых актов. При этом хочется также проинформировать вас, что Министерство юстиции Крымской Республики также прорабатывает вопрос по дебюрократизации содержания законодательных актов. Это термин, естественно, неформальный такой. Почему мы к этому пришли? В рамках ранее обозначенной широкой инвентаризации законов было выявлено, что многие НПА содержат в себе чрезмерно детализированные положения. По трем первым вопросам повестки. Итак, решение от 15 декабря 2021 года номер 1 о новых подходах к проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Совет министров юстиции государств-участников Содружества независимых государств решил принять к сведению информацию о новых подходах к проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Прилагается. Решение номер 2 о роли Министерства юстиции государств-участников СНГ в правовом просвещении и повышении правовой культуры граждан. Совет министров юстиции государств-участников Содружества независимых государств решил принять к сведению информацию о роли Министерства юстиции государств-участников СНГ в правовом просвещении и повышении правовой культуры граждан. Прилагается. Решение номер 3 о совершенствовании нотариальной деятельности в государствах-участниках СНГ. Совет министров юстиции государств-участников Содружества независимых государств решил принять к сведению информацию о совершенствовании нотариальной деятельности в государствах-участниках СНГ. Прилагается. Уважаемые участники заседания, позвольте тогда на этом закончить с решениями. Мы на этом заканчиваем все пункты повестки дня. Я бы хотел от своего имени, от имени Министерства юстиции отметить два момента. Первое, я бы хотел выразить благодарность исполкому СНГ, ответственному секретарю Совета за организацию, за то, что методически вели весь процесс и вообще за вашу, как я вначале сказал, сохранение институциональной памяти деятельности Совета в течение многих-многих лет. Большое вам спасибо. Второе, я бы хотел в завершающей процедуре также сказать вам большое спасибо за участие сегодня, за обмен мнениями, выразить уверенность в том, что такая площадка, как Совет министров юстиции, должен существовать в многостороннем формате, и также необходимо, в случае необходимости, возможности также развивать двусторонние отношения между министерствами, потому что совместные инициативы в области права и юстиции, они всегда очень важны. Как мы сегодня узнали, у каждой стороны очень хороший опыт в разных направлениях. И последнее, я бы хотел поблагодарить Евгения Леонидовича за участие и за то, что вы принимаете председательство, выразить уверенность, что под вашим председательством заседание и работа между министерствами будет очень активной в следующем году. Просим передать господину Чученко Константину Анатольевичу также приветствия и поздравления с переходом председательства в Совете. И всех вас поблагодарить за участие и также выразить надежду, что мы, как было уже обозначено, в следующем году, исходя из обстановки, сможем провести вживую встречу и дальше работать.